Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан ток-шоу «Точка опоры». Приветствую всех наших телезрителей. Хайрлы Кищи. Так, правительство России определило задачи следующего этапа до 2030 года развития национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент страны. Рост эффективности предприятий, увеличение вклада в экономику страны, выход на зарубежные рынки – это основные приоритеты. Вот как в республике развивается этот сектор экономики, поговорим сегодня. Тема программы «Малый и средний бизнес. Задачи и перспективы». Многие из участников сегодня в этой студии впервые. С удовольствием всех представляю. Эмиль Ильфарович Хисматов, заместитель директора Департамента развития предпринимательства Министерства экономики Республики Татарстан. Хайрлы Кищ. Здравствуйте. С нами сегодня Айдар Раифович Салихов, генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Добрый вечер. Артур Сергеевич Николаев, первый заместитель председателя, директор Департамента развития и поддержки предпринимательства Союза торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Приветствуем вас. Добрый вечер. Прекрасная Ирина Викторовна Купряхина, председатель правления Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Республики Татарстан, генеральный директор швейной мастерской ИРЭН, руководитель рабочей группы по разработке стратегии легкой промышленности Республики Татарстан до 2030 года. Рады видеть. Впервые с нами Эльдар Мухаммаднурович Нуриев, генеральный директор компании «Татпромстан» СМС. И Олег Дмитриевич Ефимов, генеральный директор компании «Синергия технологий». Рады видеть. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, белый отношусь нейтрально, синий целиком поддерживаю. Ну, если пригодится. Предлагаю традиционно начать программу с результатов интернет-опроса. Интернет-аудитории ТНВ. У интернет-аудитории ТНВ мы спросили, хотели бы вы начать свое дело. Немножко затревожили нас некоторые цифры. Вот сейчас озвучу, посмотрим, что скажут эксперты. Да, хочу работать на себя. Так ответили 46% проголосовавших. Нет, задушит проверками, налогами. Так высказались 54%. И вот 0% респондентов выбрали вариант «у меня уже есть свой бизнес». То есть фактически ни у кого из проголосовавших бизнеса этого нет, либо скрываются от чего-нибудь, да? На меня посмотрел Артур Сергеевич. Ну, возможно. Такой же вопрос адресуем телезрителям. В итоге подведем в конце программы. А я вот хотела, чтобы вы вот посмотрели. Вас тревожит, вот, Артур Сергеевич, эти цифры? Да, немножко действительно странные, потому что обычно процентов 10-15 только говорят, что они готовы начать свой бизнес. То есть, ну, такой высокий показатель для Республики Татарстан, это, значит, показывает о том, что много делается в республике на самом деле. То есть что-то так хорошо, пульс бьется, сердце работает в этой сфере экономики. Программы, значит, есть определенные, которые дают о себе результат. Хорошо, Эмиль Ильфарович, а на ваш взгляд, вот то, что 46% да, хотят работать на себя, а вот 54% боятся, что их задушат проверками и налогами тоже? Ну, я смотрю на это как на задачу, в первую очередь, чтобы 54% уменьшалось, а 46%, соответственно, увеличилось. Это если говорить о пропорциях, да, и как раз наша задача в этом и заключается – разъяснить для населения, для начинающих предпринимателей, для граждан, что бизнес это просто возможно, и рассказать о тех принятых на федеральном и региональном уровнях решениях, которые направлены на поддержку бизнеса. То есть это и мораторий на проведение проверок, это и программы обучения, финансовые и нефинансовые меры поддержки. Ну, об этом сегодня да, еще успеем рассказать. Айдар Раифович, вас не затревожила ли цифра 0% у тех, у кого есть свой бизнес? Ну, на самом деле, надо посмотреть настройки вашей целевой аудитории, как вы делали опрос, это раз. Потому что, как правило, еще время проведения там, передач сегодня тоже, наверное, люди есть, кто на работе находится, там, предприниматели. Телезрители там могут проголосовать совершенно иначе. Интернет-аудитория ТНВ – это очень молодая аудитория при этом. Посмотреть настройки аудитории. Но на самом деле мы большую работу проводим с точки зрения именно обучения начинающих предпринимателей и физических лиц, которые хотят стать предпринимателями. То есть, и на ваш взгляд, сколько желающих, в принципе, ну, на самом деле, через нас проходит достаточно много получателелей услуг. Ну, как бы вы распределили эти проценты условно, вот, ну, так, по вашему миру, по вашему ощущению? Ну возможно, даже вот эти 46%, которые боятся заниматься бизнесом, они, возможно, работают на крупных предприятиях, я даже, может, сказал, потому что сейчас идет большая загрузка крупных предприятий, и большое количество людей работает на предприятиях, на крупных. Хорошо, Ирина Викторовна. А вас? Я бы, наверное, сказала по поводу вот этого нуля. Да? Скорее всего, люди, которые своим бизнесом занимаются, им просто некогда смотреть телевизор. И они не участвуют в этих опросах. Вот и все. Это мое личное мнение, потому что мне некогда смотреть телевизор. Но вы приходите. Это уже хорошо. Нет, если есть возможность рассказать и поделиться опытом, почему бы нет? Олег Дмитриевич, на ваш взгляд, эти 54, которые говорят, что задушат проверками, налогами, зря боятся?
Но я считаю, что вообще Татарстан – это лидер по всем мерам, которые в настоящее время можно найти где-либо еще по поддержке малого и среднего бизнеса. Мы, представители малого бизнеса, резиденты промплощадки «Химград», понимаем, что здесь много делается для этого. И, понятно, страхи, они всегда есть, были, есть и будут. Просто, считаю, что эмоции, на самом деле. Люди как бы боятся, может, неожиданного, непонятного. Поэтому считаю, что нужно начинать и делать. И время покажет. Хорошо, Ильдар Мухаммадович, и ваш итог. Я думаю, что 54% все-таки правы, и в России самая жесткая налоговая система, и проверки, мы знаем, носят обвинительный характер в первую очередь. Те предприниматели, которые столкнулись именно с налоговыми и выездными проверками, они это подтвердят. Но проблема даже не в этом, это просто правила игры, и тот, кто научился, он, в принципе, нормально себе существует в этом поле. Основная проблема жесткой налоговой системы – это конкурирование с импортными товарами. У них налоги, как правило, меньше, если это мы говорим про Китай. Сама налоговая система мягче, и когда мы удивляемся, что китайские товары дешевле, это один из признаков и одна из причин, почему так происходит. Хорошо, спасибо. Телезрители, значит, ждем вашего голосования. Посмотрим, как, может быть, телеаудитория уже давно с бизнесом, 56% или там почти 70%. Но, в принципе, сегодня в Татарстане 172 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, не ошибаюсь, Эмиль Фарович? Да, 172 тысячи. Количество работающих на предприятиях малого и среднего бизнеса по итогам прошлого года 860 тысяч человек. Это 41% от численности всех занятых в экономике республики. Мидхат Шагиахметов, министр экономики, озвучил эти цифры на брифинге в Доме правительства в конце января. Как раз обсуждался нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Вот, Эмиль Ильфарович, что стоит за этими цифрами? Много это или мало? То есть, чтобы зрители понимали, 860 тысяч новых рабочих мест фактически создал бизнес за все это время. 41% это много или мало. Ну и, в принципе, сколько надо для счастья? Всеобщего татарстанского. Давайте так. Спасибо за вопрос. Что стоит за 172,5 тысяч субъектов МСП? Да? То есть это вот то, что вы сказали. Это 860 тысяч человек, занятых в этой сфере. То есть почти миллион. Да. То есть 41%. Это предприятия, которые дают работу для этих людей, соответственно, те выполняют социальные функции. О вкладе МСП в экономику. Это четверть валового регионального продукта нашей республики. Это то, что наши предприниматели делают своими руками тех людей, которые работают на этих предприятиях. Если говорить о... Много это или мало? Сколько надо? Много это или мало? Прогноз такой. Сколько надо? Понимаем, что если говорить о вкладе в валовый региональный продукт, как и на среднероссийском уровне, на общероссийском, так и на региональном, доля МСП в ВРП, она несколько отстает от зарубежных стран. Но, опять же, специфика структуры экономики. В нашей республике большой удельный вес промышленности, крупных предприятий. И с точки зрения вклада в региональный продукт, формирование и количество занятых, да, обостряющейся конкуренции за трудовые ресурсы, оно понятно, что рынок, он как есть, так и будет существовать. И в текущих условиях ключевой как раз-таки становится задача повысить конкурентоспособность малого бизнеса, чтобы они, первое, сохранили рабочие места, увеличивали вклад в экономику, повысили эффективность своей деятельности, производительность труда. И, собственно, для этого мы... Все-таки, Артур Сергеевич, много это или мало? Министерство экономики любит четкий порядок. Много это или мало? Вот зрителям сразу, простому человеку интересно, а вообще, сколько надо? Надо посмотреть динамику, что было прошлый год. И если посмотреть в прошлом году, то, насколько я помню, 162 тысячи... То есть рост плюс 10, да? Да, то есть увеличение есть. Увеличение по занятым тоже есть, потому что тоже порядка 700 тысяч там было. То есть в малом бизнесе больше работает людей. Другой вопрос совершенно правильно был поставлен, это ВРП. 24, где-то 25% у нас уже не первый год, и это из года в год. Здесь правильно совершенно сказано, что у нас есть очень много крупных предприятий. То есть если доля ВРП малого и среднего бизнеса есть чуть-чуть начинает подниматься, у нас открывается какое-то крупное предприятие, и сразу же доля начинает
падать. И вот это вот, ну, такие весы, они у нас действительно представлены. Ну, в отличие от других стран, в той же Италии, там, например, 90% это малый и средний бизнес. Ну, там специфика государства такая, ну, совершенно другая выстроенная экономическая система. Вот, и во многих европейских странах малый и средний бизнес, они там 80%, 90% занимают. Вот, поэтому здесь, ну, вот такая данность, она есть. Смотрим динамику. Динамика, она, в принципе, стабильная, положительная, я так бы назвал ее. Вот. Ну и самое главное, смотреть и быстро реагировать на те сложности, которые возникают у предприятий малого, среднего бизнеса. А вот здесь как раз Министерство экономики, это задача как раз основная у них. Основная, номер один, да. да. Но наша задача, как общественной организации, подсказывать, если какие-то мы видим тоже моменты, где нужно усилить. Ну, там еще по приоритетам нацпроекта мы в самом начале сказали, что упор нужно делать не на росте численности, да, вот на эффективности, как раз мы, вот о чем сейчас мы говорим, а вот какие механизмы-то есть для этого? Как повышать эффективность, за счет чего? Это программы, опять же, обучающие программы, да, программы по доращиванию, которые реализуются тоже под ведомственным учреждением Министерства экономики. То есть это программы как раз развития у предприятия таких элементов, как бережливое производство. Они вкупе должны давать как раз рост производительности труда. То есть, во-первых, это, знаете, вот сейчас мне напомню такое, есть термин осознанное материнство, а тут такой осознанный бизнес, да, то есть когда ты открываешь, ну, я не знаю, может быть, не совсем убедительное сравнение в этой ситуации, то есть ты к бизнесу сегодня идешь, если еще там в 90-х это открывалось сегодня легко и быстро и не совсем легально, то сегодня это идет целенаправленная подготовка с обучением во время уже работы. Я правильно поняла? Правильно, и мы тоже настраиваем наши программы, чтобы обучать как раз сотрудников предприятий, чтобы они были более производительны. Ирина Викторовна, вот как вашу производительность? Какие у вас сейчас есть механизмы в условиях, кстати, очень хорошо Минэкономики сказала, я еще не слышала фразу, в условиях обостряющейся конкуренции за трудовые ресурсы, потому что мы столкнулись с абсолютно сложной проблемой, с дефицитом кадров во всех отраслях. Ну, здесь вот у меня есть такой, скажем, двоякое. С одной стороны, я как бы тоже частный бизнес, но у нас такая же проблема, у нас не хватает рабочих кадров, да? Для того, чтобы развиваться больше и дальше, так скажем. Но, тем не менее, вот, допустим, буквально недавно мы взяли как раз льготный вот этот кредит у нас был, да, в фонде поддержки предпринимательства. Мы купили там большую машину вышивальную, да, там, которая, естественно, сразу производительность труда, она вырастает. Однозначно. Там, где, может, допустим, был один человек, то на этой машине работает, допустим, если у нас 3, там, вернее, было, то здесь один человек будет работать и давать такой же результат. Это первое. А по поводу того, чтобы вот как раз у нас увеличивать количество там, тех, кто будет работать в своем бизнесе. Здесь такая штука очень сложная. Почему? Потому что вот сейчас мы сделали этот, закон о самозанятых, да, и он нам... С одной стороны, вроде все пошли в самозанятые и легализовались. С другой стороны, оно пошло в другую сторону, когда ушел отток этих же рабочих кадров. То есть ваши швеи сегодня самозанятые, конечно, и занимаются своим делом. Вот, и здесь надо вот как-то приводить это все в порядок. Ладно, швеи вот у нас, да, допустим, а очень сильно возмущаются те, кто, допустим, занимается там ногтевым бизнесом, да, там вот у них сложнее все это. Потому что те, кто, допустим, частный бизнес, даже небольшой, они получили лицензии, сделали ремонт, там, да, вложились в, там, чтобы это сертифицировать все. А те, кто дома сидят, они же за это никто не платит, ничего не делают. И получается сейчас такая вот, им все, те, кто самозанятые, а предпринимателям, опять же, эти проверки и все остальное. Вот здесь надо как-то вот баланс найти. Баланс вот это должен быть, да. Хорошо, Олег Дмитриевич, а вашу производительность как повысить? А вы вот как? То есть все, главный приоритет. Ну, смотрите, Светлана, изначально вот то, что говорили, да, коллеги предыдущие, да, бизнес — это большие риски. И вот по себе могу сказать, что нам повезло, что мы изначально открывались на промплощадке «Химград». То есть мы зашли на территорию, где уже была выстроена инфраструктура. То есть мы начинали фактически с нуля, начинали старт. Со временем нам предоставили площадку для расширения офисных помещений, предоставили инфраструктуру под лабораторию. То есть дали возможность выходить на выставках, участвовать на уровне Министерства промышленности. То есть дали доступ к ресурсам на уровне республики. Насколько это было, вот, ну, скажем так, существенно при развитии бизнеса, при открытии дела и развитии? Ну, при открытии, скажем, существенно, потому что ты попадаешь сразу уже в понятную систему.
к тебе оказывают внимание, там, юридическую поддержку, там, финансовую, там, регулярные встречи. То есть тебя фактически подтягивают на уровень тот, который позволяет тебе выживать на этом. Потому что с нуля самому поднять вот то, о чем коллеги говорят, что и проверки, и налоги, это все очень сложно и много рисков. Но когда ты уже находишься в команде, ну, в частности, промплощадка Химграда, то тебе гораздо легче, допустим, преодолевать определенные там, ну, вот эти вот старт на первых шагах. Плюс в последующем нам пришлось проходить аудиты. Аудиты со стороны заказчика, аудиты по сертификации. Они когда, если, ну, естественно, были бы сами по себе, это было бы сложно. А когда ты попадаешь уже в площадку в такую развитую, и все видят, что это авторитет Химграда, она лидер вообще в России, да, начинала одной из первых, плюс доступ к проектам Министерства промышленности Татарстана, и видно поддержку со стороны главы республики в этом направлении. Конечно, это отношение меняется. И нам это помогало развиваться и все остальное. То есть люди, когда к нам приходят, уже видят уже тот уровень, который нам дала возможность вот наша вот фактически площадка Химград. Поэтому я всем бы рекомендовал использовать возможности, которые есть в республике. Дает, да? Да, то есть есть площадки Алабуга, есть площадки другие там возможности. То есть можно будет именно с привязкой к бизнесу, потому что у нас нефтехимия направление, соответственно, площадка, она, в общем-то, аккумулирована изначально под под химическую промышленность. Нам было проще там начинать. Хорошо, спасибо. Эльдар Мухаммадович, а у вас вот есть что повышать? Есть какие-то механизмы или каких механизмов ждете? Во-первых, какие механизмы использовали от государства и каких механизмов сегодня не хватает? Если говорить о том, что мы использовали от государства, то, конечно, в первую очередь я бы хотел сказать, продолжить историю с Химград. Действительно замечательная площадка. Так получилось, что я от Европы до Азии объездил огромное количество, лично посетил индустриальных парков. И Химград действительно, это прям действительно одна из лучших площадок из того, что я видел. Хотя нам их остро не хватает. Нам таких Химградов в Казани, наверное, 7 или 8, если по аналогии Куала-Лумпур или Сингапур, даже 10-12 их надо только в Казани, чтобы мы росли. Это вот что от государства хотелось бы. То есть вот где резервы еще, да? Это резервы для стартаперов. Мы 19 лет в аренде, и вот мы в прошлом году пришли в Химград, и, честно говоря, такого удовольствия от именно коммуникации и от ведения бизнеса вот внутри такой площадки мы не получали, потому что все вопросы действительно решаются. Но речь не только об этом. Мы задействуем все, что может дать государство. Мы участвовали в нацпроекте повышения производительности труда. Совершенно замечательный проект. Middle Management мы подтянули очень здорово. Сам я очень много обучаюсь, и с ребятами я стал разговаривать на одном языке. Коллеги понимают, что такое бережливое производство, что такое выработка, OPEX, CAPEX и так далее. То есть эти вещи они понимают. В целом для бизнес-сообщества обучение – это такая штука, которую надо качать и качать со стороны государства. Если, скажем, сравнить с Тайчжун, это столица Тайвань, надо понимать, это 25% мирового автомобилестроения, 30% станкостроения, 40% микроэлектроники и так далее, и так далее. Там только в моей сфере в станкостроении 7 университетов. И выпускник этого университета, он выходит со своей ERP, CRM-системы, он четко понимает, что ему нужно делать в этом бизнесе. Скорость открытия станкостроительных заводов в Тайчжунг 1 месяц. О чем нам мечтать. Это что сделало государство? Если, условно, сегодня КФУ или КАИ или КХТИ откроют кафедры подготовки менеджмента, именно производственного менеджмента, это, вот такого качества, это было бы здорово. И отвечая на ваш вопрос, мало ли много предпринимателей, для нашей республики, для наших амбиций предпринимателей мало, надо в 2 раза больше. Нам здесь тесно станет, мы пойдем на Россию. И в плане качества... 344 тысячи. Можно 300 для округления, да. И повысить именно качество управления, качество менеджмента. Это измеримая вещь, измеримые параметры. Сегодня этим занимаются либо инфо-цыгане, либо те вот тренеры, которые на своем энтузиазме эту тему продвигают. И было бы очень хорошо, если можем обратиться к государству, чтобы это сделали на качественном государственном уровне. По инфо-цыганам, кстати, очень хорошая тема, да, где я с вами согласна. Тогда сейчас бизнес как раз говорит, что практически все пользуются поддержкой государства в той или иной степени. Фонд поддержки был создан, точнее, специально для этой цели. В принципе, сегодня какие основные услуги, основные меры поддержки, которые может предоставить фонд, и кто может воспользоваться вашей помощью, насколько идет, в принципе, тренд на запрос на помощь государства. Вот так. Спасибо за вопрос. Но я могу сказать, что получить меры поддержки у нас может как физические лица, которые планируют начать бизнес, это образовательные программы, самозанятые граждане, так и действующие предприниматели. То есть мы основные меры, у нас 2 вида поддержки. Это, в первую очередь, финансовая поддержка. Мы предоставляем льготные микрозаймы
ставки гораздо ниже, чем в коммерческих банках, до 5 миллионов рублей на 3 года. То есть в прошлом году мы выдали больше 2 миллиардов рублей микрозаймов предпринимателям нашим. Какой процент? Процент у нас, я скажу так, от 0,1 годовых и сейчас максимально до 8. Это половина ключевой ставки Центрального банка России. Соответственно, там мы упор сейчас сделаем как раз это упор на экспортеров, то есть это как раз минимальные ставки от 0,1. Это производственные компании, под них мы по 4,5% предоставляем. Ну и для всех остальных это уже 8%. Кроме этого, для стартапов, то есть для начинающих предприятий до 2 лет, которые, это 2% на 3 года, до 3 миллионов рублей мы представляем льготный микрозайм стартап. Это финансовые инструменты. Кроме этого, мы нефинансовые инструменты предоставляем. Что это такое? Это, например, предпринимателю надо поехать на выставку. Это вне зависимости. Это может быть как по России, так и международные выставки, ближние и дальние зарубежья. Мы за предпринимателя можем сделать, если это будет ряд предпринимателей, заплатить за аренду, реквзнос, застройку площадки. И у нас коллективный стенд от Республики Татарстан. Участник выезжает с предприятия и находит потенциальных своих покупателей. Есть услуга, например, размещения на маркетплейсах. Сейчас активно проходит именно работа по продвижению именно через маркетплейсы. Мы эту работу активно проводим. То есть мы размещаем предприятия, делаем карточки товаров с подрядной организацией специализированной, и предприятие размещается у нас на маркетплейсах. Кроме этого, обучающие мероприятия. Вот такой форум мы провели по развитию именно электронной торговли в декабре месяце. У нас там были первые лица Озона, Валберса, Татьяна Бакальчук приезжала, 5000 участников. Очень полезное мероприятие. То есть мы такие мероприятия проводим. Если нужна сертификация продукции, то мы тоже за предприятие оплатим именно изготовление сертификатов, чтобы он мог продавать свою продукцию там, на маркетплейсах или где-то на предприятии продавать. То есть это основные услуги, которые мы реализуем непосредственно в фонде. Понятно, что через Министерство экономики есть, есть льготный лизинг, тоже специально у нас региональный лизинг компании есть. Есть у нас гарантийный фонд, который тоже... Чаще всего чем пользуются? Льготным микрозаймом? Такого, знаете... Не ведете? Нет, мы ведем, статистика всегда есть, да, но увеличение именно получателей микрозаймов, оно идет с каждым годом. Если мы в прошлом году выдали, в 2022 году 1,5 миллиарда рублей, то в этом году выдали 2 миллиарда. На этот год мы больше планируем. А какой самый популярный мера поддержки условно? Разумеется, это финансирование. Да? Но важно, мы об этом забываем, но была принята такая долгоиграющая, без срока действия мера поддержки, это установление пониженных страховых взносов. Вот это как самое популярное, да, на федеральном уровне, несколько триллионов рублей бизнес высвободился, соответственно, освободившись от уплаты страховых взносов на суммы свыше выплат по МРОД. У нас в республике мониторим как федеральные меры поддержки, так и наши региональные, соответственно. Вот Айдарович уже подробно рассказал о них и о результатах фонда. То есть видели увеличение ключевой, и бизнес так или иначе прошлый год в принципе показал рост кредитования, инвестиционного кредитования в том числе. Это по федеральным программам, то есть тоже реализуемые в рамках национального проекта Минэкономразвития страны. Здесь как раз-таки бизнес получает ресурсы на оборотные и инвестиционные цели. И вот говоря о повышении производительности труда, здесь и там повышении эффективности, обеспечении качественного роста предприятий, здесь мы собираем обратную связь от бизнеса, сами оцениваем эффективность своих программ и ориентируем наши меры поддержки, вырабатываем те предложения как раз-таки на решение этих проблем, связанных, первое, обновлением оборудования, предоставлением готовых площадей, инфраструктуры на территории промышленных парков. Вот, говоря о Химграде, это тоже та площадка, которая была расположена в городе Казани. Крупнейший промышленный парк, и инфраструктура там создавалась в том числе в рамках и национального проекта. Хорошо. Ильмир Фарч, да, спасибо. Маркетплейсы затронули тут тему. Мне кажется, Ирина Викторовна, мы с вами где-то солидарны в этих вопросах. В принципе, большая часть предприятий, 38% работы в торговле, по 10% приходится на строительство и логистику. Данные все с того же брифинга Минхата Шагиахметова. Остальные работают в обрабатывающей промышленности, научно-технической, гостиничной сферах и IT-отрасли. Примерно цифры совпадают с российскими, среднестатистические.
рекордно растет число продавцов на маркетплейсах. Вот я как раз здесь хочу подчеркнуть продавцов, да, не производителей на маркетплейсах, а вот те, кто уходит вот оттуда и приходит туда. То есть такой большой онлайн-рынок в большей степени. Давайте мы уж это честно признаем. Помимо того, что люди уходят на маркетплейсы, еще и уходят на склады, да? Я так понимаю, с двух сторон похищают. Сколько там Озон уже рабочей силы? Я вообще не понимаю, где люди, да? Помимо демографической ямы и всего остального. В принципе, что сегодня вот этот сектор торговли, насколько, в принципе, маркетплейсы вас задели? Очень сильно, да. Да, и это беда, угроза, или это нужно принять как данность и уметь с этим работать? Ирина Викторовна. Ну, с одной стороны, опять же, с одной стороны, это хорошо, потому что людям, особенно когда была пандемия, и маркетплейсы, они очень хорошо взлетели, потому что это было удобно людям. Это первое. И, естественно, пошел вот этот рост маркетплейсов. И отсюда пошли как раз вот эти все инфо-цыгане, потому что с каждого утюга у нас сейчас говорят, что мы вас сейчас научим, как продавать на маркетплейсе, как стать дизайнером. И у нас каждый пятый, все дизайнеры, и сейчас все продают на маркетплейсах. Естественно, они сами никто ничего не делает, это все заводится. Это не производители, да, мы говорим о продавцах, в основном ситуации, которые большая часть из офлайн в онлайн. Да, большая часть, все это заводится из Киргизии, Казахстана, там, из Китая, маркируется в основном все здесь, и уже идет как будто бы произведено, на самом деле, все это, говорю, очень низкого качества и все остальное. Ну, с этим надо бороться, я считаю, и надо это как-то законодательно регулировать однозначно. Вот. И, соответственно, вот ушли все, кто делает эти точки выдачи заказов. Опять же, сколько здесь... Вот это, мы говорили о том, сколько у нас предпринимателей. Это же тоже предприниматели. Они стали ИП, они стали самозанятыми, открыли свои точки выдачи. На самом деле они-то ничего не производят, ничего не делают. Они просто выдают товар. Вот такой хороший один пример, то, что сейчас у нас, допустим, «Магнит» выкупили «Казан-Экспресс», и они вот здесь, вот, я думаю, сделали очень хорошую штуку, что, получается, сами же магазины выдают, они сами стали точками выдачи. Я считаю, что вот здесь надо... Коллаборация такая. Да, некая, коллаборация. Пришли. В принципе, Артур Сергеевич, что-то вызывает, вот завершим тему с торговлей, но 38% там. Я не знаю, какой процент маркетплейса по производителям, я не знаю, кто-то считает или нет. Здесь надо как раз к первому вопросу о росте производительности труда. То есть будет рост производительности труда у наших предприятий, будет снижение себестоимости, мы это понимаем, да? Соответственно, продукция, которая производится у нас, она будет как раз и востребована и на маркетплейсах. То есть никто не запрещает фабрикам выставлять свою продукцию на маркетплейсах. Кто же производить будет, когда все только переторговывают и на складах работают? В любом случае мы не сможем сделать дешевле, чем тот же самый Китай или Вьетнам. Или Киргизия, потому что у нас наше налоговое бремя, там, скажем, которое у нас здесь, и в Киргизии, даже на эту же легкую промышленность, у нас значительно выше. Мы никак не можем. Да, внесите ясность. У нас, хотя торгово-промышленная палата вроде бы на первом месте торговли стоит, да, на самом деле все-таки мы стараемся в первую очередь промышленностью заниматься, потому что промышленность, она, самое тяжелое на самом деле, и торговля всегда найдет, как это, ручеек, всегда найдет выход. Там, то есть торговля выживет при любом режиме, в любых все равно, условиях. Да, найдет какие-то возможности, но не надо забывать, что маркетплейсы еще работают в несколько сторон. Те же маркетплейсы стали работать и на Казахстан. И те же самые, я просто знаю, у Центра поддержки экспорта есть там программы целые тоже по поддержке, по выходу и на турецкие рынки, и на Узбекистан, Казахстан. То есть через маркетплейсы мы открываем... В принципе, да, есть возможность... Да, нет, мы не говорим, что все это минус. Нет, конечно. Мы пытаемся баланс, да, по девичьи найти баланс. Да, в принципе, но 38% торговли, как... сейчас жизнь такая. Все ушли, вот смотрите, у всех есть сотовые телефоны, все равно в них сидят, в них работают, время у всех занято. Нет, это данность, да, но как, то есть понятно, что торговлей легче занять, чем производство, в принципе, как перекос этот изменить? А перекос, он явно ощутим. Причем мы не получаем производителей в чистом виде. Вот в том-то и дело как раз и Министерство экономики, у них есть около 100 промышленных площадок, как раз, где в том числе как раз они развивают малые производства. И это связано и с продуктами питания, возможно, и строительный сектор занимает. То есть, в принципе, есть площадки, где можно заниматься производством. Если будут какие-то послабления налоговые именно для производственных, в сфере производства, то тогда вот это как раз, наверное, тот момент, на который надо государству обратить внимание.
Вот как сегодня производственники, почему решились вообще создать этот бизнес, а не уйти в торговлю, хотя легче? После рекламы не переключайтесь. Мы продолжаем обсуждать, как живется малому и среднему бизнесу в Республике Татарстан, какие главные проблемы. Вот сейчас режиссер сообщает, что зрители очень активно голосуют, причем выбирают третий вариант. То есть у большинства телезрителей есть свой бизнес. Поэтому, в общем-то, все процветает в Министерстве экономики, все хорошо, фонд поддерживает. Но мы хотим узнать, сейчас обсуждали, почему перекос в сторону торговли, почему с производством-то сложнее. И вот все-таки здесь у нас есть герои, которые... Несмотря ни на что, вопреки, я даже думаю, не благодаря, вопреки, да, создали свои компании. В принципе, вот когда создавали, и вот до сегодняшнего дня, какие были самые сложные этапы, там, годы? Вот можно ли сегодня назвать каким-то там условно, ну, золотым веком для развития предпринимательства, скажем так, в сфере производства? Если говорить про предпринимательство, это, наверное, 2006-2007 Самый год. тяжелый? Нет, самый золотой. Самый золотой. Угу. А самый тяжелый, это, наверное, 9-15, вот так вот этап, если Подольше, взять. да, этот период? Да. Что касается производства, то, наверное, вот последний год с хвостиком – это золотой век для производства. Всякие, кто что-то производит, я не говорю легкую промышленность, там у вас своя история с маркетплейсами, но для нас, для всех, кто производит, мы, в общем-то, имеем уже... внутренний рынок для нас открылся, имеем больше возможностей. А какие? То есть благодаря чему вы получили все эти плюсы? Ну, раньше, у нас вообще, в принципе, мы же идем по, как если взять государственный путь вот так вот, то мы идем по самому сложному пути. Мы сначала создаем себе конкуренцию, а потом с ней мужественно боремся. Ну все, сейчас победили условно конкуренцию. Вам легче, да? Нам легче. Да. Вот. Так, еще почему этот век хороший? Почему время золотое это начинается? Пока с точки зрения рынка только. Вообще для производства нужно 3 обязательно фундаментальные вещи, чтобы производство работало. Это технологии, сюда включается наш опыт, сюда включаются наши вузы, кафедры и так далее, все, что разрабатывает технологии. Это ресурсы, ну, мы как бы думаем о финансах, там разные ресурсы, и это деловая среда. Если условно сегодня дать технологию производства там, условной Теслы в условно какую-то среднеазиатскую республику, там будут проблемы, мы думаем. Да? Тесла либо не поедет, либо поедет не туда, либо что-то будет не то. Деловая среда – это огромная история играет. И вот мы немножко так поругали маркетплейсы. Я почти совсем согласен, что сказали, но у маркетплейсов есть одна хорошая вещь для деловой среды. Мы с ними общаемся и с топ-селлерами общаемся. Это изумительные ребята с огромным деловым опытом, деловой хваткой. Маркетплейсы, мы понимаем, что эта история там, ну, на 10 лет от силы, они выйдут потом, они дадут мощный импульс, вот те, кто там играли. Для middle, для вот этих всех точек выдачи, ИПшников и прочих, эти люди понимают, что такое бизнес-процесс, точка входа, это формат выхода. такого практического обучения. Помните, да? была игра «Монополия»? Угу. Вот это живая Ну, монополия. Вход маленький, цена входа маленькая. Да, есть история, когда это вредит уважаемым коллегам, может быть, государству, может быть, где-то моногородам. Но мы же бизнесмены, мы понимаем, нас, если вот так мостик перекинуть в налоговую проверку, вот она пришла, наследила, натворила, после этого мы собираемся, снова выживаем. С маркетплейсами такая же история, нам надо снова пересобраться и научиться выживать. Польза от них есть, я считаю. И для нас, для производственников, мы задавали вопрос, что бы мы там продавали на маркетплейсах, но там проблема в том, что чек 1500-3 тысячи – это основной продаваемый товар. Если хочешь что-то производить такое дешевое, потребительское, иди туда. Хорошо, Олег Дмитриевич, а вот у вас какие годы были в развитии компании? Лет 10, да? Да, да, ну, больше 10 лет. Какие были там тоже золотые, не золотые? И вот какой век сейчас? Спасибо. Великолепный, возможно, да? Там вспоминаю сейчас девичьи истории. Да, опять спасибо, Светлана. Но я согласен с коллегами, что, в принципе, раньше было проще начинать. Почему? Потому что такой конкуренции, как сейчас, и каких, допустим, барьеров, которые сейчас существуют, их было меньше. Сейчас вот в той сфере, в которой мы работаем, это сфера нефтегазовая отрасль, очень много таких вот моментов, то есть нужно иметь аудит, нужно иметь опыт работы, нужно иметь квалификацию такую, чтобы тебе позволяло держать на этом уровне. То есть раньше, в принципе, тоже были требования определенные, но какие-то вещи смотрели проще. Поэтому
в этом плане нельзя сказать золотым веком. Просто сейчас немножко условия меняются. Сейчас более жесткая конкуренция. Сейчас с рынками сложнее, с продуктами становится, потому что какие-то продукты пропадают, какие-то появляются новые, монополизируется система в целом. То есть ты должен тоже лавировать. Знаете, как малый бизнес я всегда сравниваю с небольшим таким корабликом с парусом. То есть должен ловить ветер, должен обходить какие-то там мили. И это постоянно. Да, и постоянно находишься в таком движении. Поэтому со своей стороны, вот, что бы мне хотелось там сказать, я согласен тоже вот с коллегами о том, что нужно формировать среду. И мы видим вот в нашей сфере, что как-то направление предпринимательства, и вот инициативно, она как-то вот не особо, скажем так, востребована в медийном пространстве. Да, что касается ТНВ, в этом плане вы молодцы, есть там программы, там, и там, там вот, где мы тоже принимали участие, да, там, это, конечно, вот, ну, популяризирует. Но не хватает, знаете, таких вот, может быть, каких-то популярных вещей, допустим, как было там «Это вы можете», например, показать инициативы людей, которые могут что-то сделать своими руками. В общем, люди созидающие, цикл программ надо типа запускать. TikTok, знаете, быть, да, китайский TikTok, если просто люди показывают свои профессиональные навыки в какой-то либо сфере. То есть они прям, ну, этим заряжают, и это было бы для молодежи востребовано. То есть мы потом мы отправляем на обучение, да, и получаем на выходе цифры в Министерстве экономики, что у нас рост количества МСП настолько-то. Спасибо, но все-таки еще одна у нас история, что одна проблема, недолгий, короткий срок жизни у предприятий малого и среднего бизнеса. Вот насколько сейчас изменилось. То есть раньше была, что за первые 2 года существования больше половины предприятий прекращает свою деятельность, статистика. И, как правило, за нехватки опыта ведения бизнеса и неправильного расчета ресурсов. Вот, Ирина Викторовна, первые 2 года кошмар был, когда-то хотели закрыть, и, в принципе, сегодня, может быть, выжить уже больше срок, подлиннее. Ну, да. Я с 96-го года работаю в бизнесе. Когда закрыться-то хотели? Закрыться? Сколько раз? Сколько раз? И когда там, да? Что там начинается? 98-й? Нет, вы знаете, сказать, что вот закрыться, ну, было желание просто в свое время, когда было, ну, сложно какая-то обстановка, ну, где-то лет 12 назад, но это было не связано ни с экономическими, ни с какими-то, только было личные какие-то такие вот. Просто хотелось просто продать и уйти. Вот. Ну, какой-то период вернулась обратно, и вроде как пошел новый толчок. Большой толчок мне дал, вот, по крайней мере, моему бизнесу, это WorldSkills, когда я попала туда в 2015 году. И вот это движение, которое показало, насколько может быть прогрессивная даже наша легкая промышленность, да, там, когда я проехала... Легненькая такая, да. Когда я проехала полмира с чемпионатами нашими, да, когда вот это все... Ну, совершенно другой подход, совершенно технологичный. Вот настолько все это, как вот небо и земля. Когда мы сидели, шили там на каких-то бытовых машинах, да, и то, что сейчас, это, ну, просто... Вот. И сейчас, насколько все роботы, ну, мы не можем даже сравнивать со всем этим. Сказать, что, вот как сказали, примерно, когда у нас тысячелетие было, 2005? Вот 2004-2005 год, вот у нас тогда были золотые такие годы, в такой подъем, как раз это были все рестораны, бизнес у нас открывался, так как мы это все одевали, всю эту хорику, нам, конечно, было прям золотой век, так скажем. Так вот. А чаще всего вот у вас запрос на поддержку государства в чем? В основном, вот, по крайней мере, я говорю только о своем предприятии, в основном мы брали всегда, пользовались кредитами льготными. Вот фонд поддержки предпринимательства мы первый раз, конечно, обратились, но вообще это было и Банк Казани у нас всегда был, да, городские программы. Все время мы использовали для оснащения оборудованием новым, технологичным, самым таким передовым. Только для этого. И однажды мы взяли, когда брали большой кредит на помещение. Вот. А вот сейчас большой объем, вот Айдар Райфович говорил, что по поводу обучения, насколько вам тогда, вот когда хотелось закрыть, вот не хватало вот таких стрессоустойчивых навыков после обучения бизнесу? Вообще были компетенции, когда открывали? Компетенции в самом начале, конечно, их не было. Ну, я все время учусь. До сих пор учусь, как бы, и все время... Вообще, в принципе, для бизнеса это норма, да, быть постоянно? Да. Вот сейчас и герои все программы постоянно, об этом говорят. Постоянно, и как бы вот сейчас вот только закончила как бы Евразийский университет, все время, сейчас вот еще Моракадим, как раз вы сказали, под парусом мы ходим, да, все время какие-то навыки новые,
как говорится, берешь от жизни, так скажем, обучаешься. Но вот, допустим, на фонде поддержки предпринимательства мы как раз вот только недавно я обучила своих сотрудников по маркетплейсам. Они тоже у меня обучались. Сама я уже как бы... По маркетплейсам? Да, по маркетплейсам, да. А потому С другого хода пошла, Ирина Викторовна. Конечно. А куда деваться? Предприниматель. Приходится по-другому никак. Молодец, Ирина Викторовна. Вот молодчина просто. При этом сейчас мы как раз говорим, что у производственника начинается, ну, такая хорошая история. Эмиль Ильфарович, вот все-таки санкции ударили по многим технологическим процессам. При этом плюсы наши предприятия занимают, да, свою нишу на внутреннем рынке после ухода западных игроков. Вот как сказалось, в принципе, вот можно посмотреть на какие-то процентные соотношения, что произошло в Татарстане, какие игроки там, условно ушли, но пришли еще 100 наших крепких. Да, можно, разумеется. Да, давайте Такой посчитаем. Короткий ответ, да? Да, можно. Да, можно. Ну, а если там более развернуто, да, в принципе, санкционные ограничения, период ковидных ограничений, он показал, что малый бизнес, он очень адаптивный, и он показал устойчивость. И во многом, в том числе благодаря торговле, занятость и предприятия, и экономика в целом, она показала устойчивость. Это в том числе во многом благодаря торговле. Это первое, да. Второе, если говорить о возможном импортозамещении, обеспечении технологического суверенитета и выстраивании там новой кооперации. Что нам дало это? Первое, показало, что необходимо выстраивать внутреннюю кооперацию, региональную, межрегиональную, то есть это между крупным и малым бизнесом, между там, государственным и малым бизнесом, и между самими малыми предприятиями. То есть это же тоже один из способов повышения и производительности, это брать определенные издержки, передать это, например, на аутсорсинг. Это тоже одна из историй. И выстраивать кооперацию с другим малым предпринимателем. И такие истории есть. Мы запустили ряд сервисов, инструментов именно для поддержки бизнеса, для того, чтобы, с одной стороны, крупные предприятия смогли обеспечить себя необходимым сырьем, комплектующим, которое они раньше закупали из-за рубежа. И для того, чтобы наши предприниматели, соответственно, локальные местные производители, получили там, гарантированные рынки сбыта. Первое, с одной стороны, определили какие-то потенциальные инвестиционные ниши. То есть то, что раньше покупали Оказалось, что делает сосед, да, у нас были такие истории, а мы просто либо не знали. делают у нас, это одна сторона медали, да, либо можно начать производить. То есть это как инвестиционная ниша, потенциальный проект, который можно реализовать и на территории республики. Здесь дальше подключаемся. Все, ты можешь произвести, например, там, условно, какие-нибудь болты. Вот, пожалуйста, тебе даем площадку, промпарк в муниципальном районе. Занятость в районе, соответственно, повышается. Вот тебе мы даем оборудование, поможем построить здание, тоже благодаря фонду поддержки предпринимательства. И что на выходе получается? Выстроенная кооперационная цепочка, новая, у нового малого предпринимателя. Рабочие места, добавленная стоимость, соответственно, и качественный рост. То есть и увеличение доли реального сектора. Если говорить о цифрах, как это там повлияло. Как это? Как видоизменилось? Мы как с чего начинали? 172,5 тысячи предпринимателей. Потом вы говорите 38 торговля, 10 стройка, логистика, прочее обрабатывающее производство. У нас доля обрабатывающего производства в МСП, да, это 7%. И, если вглубь уходить, то структура, она соответствует и среднероссийским показателям, и от года к году там не сильно динамика меняется именно в долях. Потому что растут и малые, и сфера торговли, и они растут пропорционально. Вот у нас за год обрабатывающее производство, именно количество предприятий в этой сфере, оно увеличилось. Ростом порядка 4%. В абсолюте, мы видим, что в абсолюте количество этих предприятий процент растет. тот же, но при этом наполнение совершенно другое, содержание стало лучше. При этом, как проходили вот эти все санкционные проблемы? Насколько с импортозамещением, например, со станками, производственникам было тяжело? У нас два бизнеса. Один мы выпускаем на станках продукцию. Там проблем как раз не было. Заказчики вынуждены были к нам обращаться. Вынуждены были обращаться. Хорошо. Потому что какое время живем историческое?
Ну, вот хорошее время. На самом деле задача государства создавать такую историю постоянно, защищать свой рынок. Мы как бы защищаем, но мысленно ресурсы всегда защищаем. А в общем-то, если мы защищаем свой рынок, посмотрите на американско-китайскую войну, там ведь война рынков идет по большому счету, то внутри будет расти. Вы можете там делать любые налоги, любые проблемы создавать. Если рынок будет, мы расти предприниматели будем. Дайте нам куда продавать продукцию по нормальной цене, мы расти будем. С самими станками ситуация сложнее, потому что как таковой отрасли в республике не было. И вот Олег Владимирович Коробченко, можно сказать, поручил нашей группе вот эту историю поднять, наш министр, с станкостроением. И это достаточно серьезная проблема, потому что нет ни технологий, нет людей, нет ресурсов абсолютно никаких. Вот сейчас мы, допустим, с КФУ развиваем историю с кафедрой станкостроения, чтобы она получилась, пока мы развиваем лабораторию станкостроения. Это такие шаги, которые на десятилетия вперед. А для того, чтобы вот Минэко нам очень сильно сейчас помогает, и республика в целом субсидии, чтобы мы хотя бы как-то сдвинули, появились технологии, они нам на них деньги дают, на ОКРы, не ОКРы, а наши институты, Казанский научный центр, КФУ, КАИ, КХТИ разбирают технологии, чтобы сделать не ОКРы. Чувствуете, мы поднимаем отрасль, а республика получает заказы внутри. Рынок мы для себя закрываем, если он появляется, и все начинают работать. Смысл появляется что-то делать. Интересно, да? То есть, на самом деле, время потрясающее. Мы создаем сейчас кафедру станкостроения в КФУ. То есть, с этих шагов, во-первых, насколько ничего не было, что нужно создавать с нуля, фактически, и насколько, какими быстрыми темпами это идет. Да, насколько я понимаю, да, Артур Сергеевич? Ну, в советское время, если мы вспомним, были профильные НИИ, которые как раз и проектировали, и разрабатывали, и там были специалисты, эксперты. Да, к сожалению, много чего сейчас было потеряно. Но вот это время последнее, особенно несколько лет, это, ну, мы как-то говорили, время возможностей. И вот с каждым мы 14 года говорили, время возможностей, все, импортозамещательство. Ускорение происходит, вот прям существенное ускорение последние там 2-3 года, это прям вот чувствуется. И производственники, вот все что угодно производят, это они уже, как говорится, на коне. Мы это чувствуем еще через торгово-промышленная палата же ведет, ну, один из структур, которые заводят Министерство промышленности и торговли, так называемый реестр товаропроизводителей. И мы это видим, что с каждым годом, во-первых, и Министерство промышленности Российской Федерации находит все больше и больше ниш. Там тоже есть определенные моменты, чтобы монополизация рынка не было. Но в первую очередь, чтобы туда как раз заносились именно товаропроизводители. И когда происходили какие-то государственные тендеры, значит, соответственно, преференции именно первые у тех, кто именно производит. И вот этих вот ниш, где уже производственники наши захватывают новые сферы направлений, они все больше и больше. Да, действительно, станкостроение это вообще самый такой тяжелый, наверное. Сколько раз не пытались поднимать, и каждый раз было тяжело. Поэтому вот ребята, которые появились... Судя по всему, на этот раз все. Там других вариантов нет, понимаете, там только сделать. При этом одна из худших с нуля тоже легкая промышленность. Я не знаю, вы, по-моему, одна в поле была, там, Амазонка, да, если уж говорить. Ну, да, есть такое. Сейчас у легкой промышленности там нелегкие шаги идут, но шаги-то хотя бы начались. Да. Ирина Викторовна, что у вас вот сейчас такого происходит, что закладывается как в станкостроении? Такие исторические сейчас как вещи. раз вот по станкостроению у нас, конечно, очень большая проблема. Это переработка, так как у нас нет своей базы, так скажем, ткани, мы все закупаем практически. У нас есть, но очень небольшая. Но большую часть мы все закупаем в Китае, в Турции, Индонезии, Эмираты. Огромное количество. У нас практически ничего нет. Поэтому у нас есть такой долгосрочный проект, который мы сейчас, так скажем, надеемся, что мы это все-таки продвинем. Это производство собственной ткани из конопли технической. Да? Мы, конечно, ее перерабатываем, но, опять же, у нас все упирается в то, что у нас нет станков, которые когда-то у нас были. Вы возлагаете уже надежды. В общем, у вас уже есть рынки. Конечно. Нам нужна именно для переработки технической ткани. Вот, чтобы мы в принципе, еще основные вехи в легкой промышленности, такие главные, которые на десятилетие сейчас определят это на десятилетие вперед, потому что до 1958 года мы практически были первыми в мире, когда поставляли именно ткани из конопли. Это же ткани самые лучшие практически считаются, в которых не заводится никаких. И скоро мы их будем производить. Да, и мы должны, конечно, опять вернуть себе лидерство. Величие. Да, лидерство в этой отрасли. И я считаю, что вообще, как бы, если все
действительно государство поможет и все это будет, ну, примерно где-то 7-10 лет. 7-10 лет, и мы Да, возвращаемся... да. Быстро это не получится, это не может так вот быть, что так, сегодня мы вложили миллионы, завтра мы получили. Нет, такого не бывает. Это долгосрочный проект, который действительно надо вкладываться. Но шаги уже идут. Шаги есть, да. Не может родиться через месяц. Да. Вот почему 7 лет? То есть поэтому есть определенное время, вот хоть сколько денег там вложи, а специалисты не получится через 2 недели, сколько угодно там денег не вкладывай, После поэтому есть определенный срок. Это отдельная тема разговора. Меньше 4 минут до конца программы. Что происходит с телезрителями в голосовании? Вы не поверите. На втором месте нет, я не открою свое дело, потому что задушат проверками налогами. Еще раз, задушат 41%. Так, третий вариант. У меня уже есть свой бизнес. 31. Больше. И 27 считают, да, хочу работать на себя. То есть у телезрителей бизнес есть. Уже и еще хотят. Это хорошо, да? Совершенно разная история с интернет-аудиторией. Здесь люди постарше, да, где-то уже состоявшиеся в жизни. Вот коротко на концовку, буквально там по одно предложение каждого. Что нужно, чтобы бизнес, вот, чтобы сердце билось, пульс тоже желательно, и все работало? Ну, наверное, в первую очередь, чтобы предприниматели и те, кто физические лица, которые хотят заниматься предпринимательством, чтобы они не боялись пользоваться мерами государственной поддержки. Потому что тот, кто уже попробовал, начал получать меры государственной поддержки, он активно развивается, и мы знаем эти такие примеры. И если как можно больше, может быть, даже с вашей помощью мы сможем донести до предпринимателей и начинающих лиц, что эта помощь есть, и мы открыты для того, чтобы эту помощь оказывать, тем быстрее наши предприниматели будут развиваться еще мощнее. Так, услышали? Знаете, куда идти? Если что, контактами поделимся. Конечно. Да, Эмиль Захарович. Ну, как-то цифры цифрами, да, но за этими цифрами стоят люди, да, живые. Вот и предпринимателям хочется что, как пожелать, да, на принципах равноправия государства для бизнеса и бизнес для государства вместе идти с ними вперед и развивать их проекты и, соответственно, экономику в целом. Да, вот правильно Айдарович сказал, то есть да. не бояться идти на диалог, на конструктивный диалог, он очень важен. Спасибо, Артур Сергеевич. Торговля важна, 31, там говорили процент, да, это 38. замечательно. 38, хорошо, замечательно. Но это первый шаг, а второй шаг, который должен быть, это все-таки производство. И доля торговли должна быть меньше, а производство, ну, если 7% переработка, то как минимум хотя бы 15% она тоже в 2 раза должна быть больше, выше. Очень хорошую, амбициозную задачу поставили. Ирина Викторовна. Ну, я бы, конечно, попросила, наверное, наше государство, может быть, снизить страховые и все эти какие-то вот проценты по налогам. Как-то. Так. Вот. Обещали помочь, да. Не знаю, только не с этим. Я бы со своей стороны рекомендовал как-то обратиться, вот то, что, о чем мы говорили, к нашему прошлому опыту, потому что у нас до революции было очень много предпринимателей. Там типография там, братьев Каримовых, Юнусовых, там, Алафузовых, чайная фабрика Александровых. То есть, в принципе, то, что у нас было, просто нужно возрождать. Нужно давать возможности опираться на опыт и пропагандировать. К эпохе Возрождения призывает, да. Олег Ефимов. Хорошо. Слушай, да. Поддерживая Олега, государство особенно должно поддерживать вот эти семейные компании, компании-долгожители. Всем предпринимателям хочу пожелать настойчивости, упертости, самообразования. Вам никто не поможет, никто не поддержит, только сами, только сами, только сами. Потом, нет, государство тоже поддержит, но лично... Только потом надо рассчитывать на государство, в первую очередь на себя. Тогда помощь будет в дело. А иначе это будут компании-зомби, которые будут поглощать и поглощать помощь и поддержку. Очень хорошо. Большое спасибо за участие в программе. С вами было интересно. Зрители, открывайте бизнес. Помощь рядом скоро. Всего доброго. До свидания.